тебя, Карим! Молодец! А я всегда знал, что Карим выиграет. Лучший наездник, что и говорить. Конечно. Мухамеджан Ака! Телеграмма! Вот телеграмма. Вот здесь, распишитесь. О, сын приезжает. Эй, Саид, Саид! Зафар приезжает. Саид, где ты? Давай машину. Дай-ка сюда. Да, Карим, я поехал домой, догоняй меня. Нет, пиджак не подойдет. Не для такого случая. Пиджак для работы. А сына встречать я поеду в самом лучшем халате. Поняла, птица? Нет? Так. Ну-ка. Так, ты еще вроде ничего. Выглядишь довольно бодро. Живот, правда, немного великоват. Зато смотри, какие уши у тебя. А, Карим, сейчас же переодевайся. Не понимаю, что за фар? Девушка, чтобы переодеваться к его приезду. Эх, не в меня ты пошел, не в меня. Оставайся дома, сынок. И тогда уж помоги Туфахон в хозяйстве. А то нет никого. Ульшан исчезла, а Лютфия в школе. Поехали. Подумаешь, как прожили мы, старики, свою молодость. Мне, например, не приходилось возвращаться к себе домой из вуза. А сейчас... Эх, живи в свое удовольствие, только учись. Точно идет московский, по расписанию. Жми, Саид, жми на всю железку. Эх, Саид, неужели ты позволишь, чтобы поезд нас обогнал? Давай! Вон он, Зафар. Это мой отец. Да? Смотрите, это мой отец. Здравствуй, Зафар. Саид, здравствуй. Здравствуй, отец. А Карим не приехал? Я прочитал в газете. Первый приз взял на своем тюльпане. Да еще как взял, Зафар. Ты бы видел, что у нас творилось. Входи, сынок. Погоди. Прежде всего поздоровайся. Гляди, как живой на нас смотрит. Вот дожил бы, вместе бы порадовались. Ну-ка, сынок, дай посмотрю на тебя, какой ты стал. Парень, что надо, ничего не скажешь. Как живешь, рассказывай. Хорошо. Как вы? Ну, сам увидишь.
Карим мне помогает, правая моя рука. С Лютфией у них все хорошо, живут дружно. А вот Гульшан, ветер в голове у девчонки. А что такое? А? Совсем от рук отбилась. Ну, рассказывай, как твои успехи. Чем порадуешь? Еще нечем порадовать, отец. Ну, ничего, сынок. У тебя еще вся жизнь впереди. Впрочем, есть одно предложение. Хотел бы с вами посоветоваться. Задумал что-нибудь? Да, но вы сами любили говорить, что вечер для рассказов, ночь для раздумий, день для свершений, и я не хочу ломать этой традиции. Не забыл слова отца. Это хорошо. Ну, рассказывай, что задумал. Когда-то вы мечтали оживить наши мертвые земли, отец. Мертвые, говоришь? Солонцы наши? Да, это мой дипломный проект. И как ты решаешь эту задачу? Методом гипсования. Прошу к столу. Садись, Зафарджон. Нет, сынок, поближе ко мне. Обрадовал ты меня, Зафар. О хлопке думаешь, значит, нашей жизнью живешь. Вот теперь будет у меня еще один помощник. Да, но для меня еще один опасный соперник на скачках. Оставьте свои скачки в покое. У него совсем другие заботы. Он собирается наши солонцы оживлять. И не как-нибудь, а методом гипсования. Ты понимаешь, что это такое? Такое что в смысле? Ешьте-ка лучше, а то плов стынет. Ешь, сынок. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто там пришел? Гульшан? Это Лютфия. Лютфия, Иди, Лютфия, иди с нами обедать. как всегда, строгая, озабоченная. А жаль, что я уже вышел из того возраста, когда меня можно было бы исключить из школы за мой дерзкий язык, не правда ли? Лютфия, исключи его за невежливость. Почему он не обнимет жену брата? Обнимет? Да. Да что ты, я вся в пыли. Закусывай, Зафар. Лютфия! Лютфия! Видал? Ну вот теперь и эта коза дома. Вся семья собирается. Только младшей не хватает. Карим, ты знаешь, где твоя сестра? Разве уследишь за девушкой, которая исполнилась 18? Вот тебе неизвестно, где она ходит, а мне доподлинно известно. Пусть только вернется, уши надеру. Что-то раньше вы этим методом не пользовались. Ешь, Лютфия. Порядок в семье есть порядок. Брат приехал все-таки, время обеда, девчонка должна быть дома. Но Гульшан взрослая девушка, у нее свои интересы, своя жизнь. Лютфия, Джон, а Наргизка спит или уже проснулась? Давно проснулась. Я пойду поиграю с ней. Она вас ждет. Карим, посмотри его проект, потом мне расскажешь. А ты чего за мной ходишь? Ну, я бы хотел, чтобы вы сами... Ничего, он разберется. Видишь, твой дядя Зафар в городе многому научился, а вот орешки колоть по-прежнему не умеет. Отец, А? посмотрите сами проект. Ты позабыл, Зафар, что я не люблю менять своих решений? Ладно, мне надо идти. Есть тут одно дело. Шадмон у нас болеет, надо зайти проведать. А что с ним случилось? А вот твоя сумка. Что с ним случилось? Да так. Лютфия тебе расскажет. Вон она. Вот. И что только он наплел, этот чудак. Канал хочет рыть. Мертвеца оживлять решил. 500 гектаров колхоз получит под хлопок. Эх, шути, да только знай меру. Что ты, 500 гектаров, разве это шутка? Это огромное дело. Огромное дело? Начать с того, что земли-то эти не колхозные, и нам никто этого не позволит. Зафар, дружище, я посмотрел твой проект. Сам по себе он прекрасен, но все это, по-моему, не имеет смысла. Борьба на кулачки с самим собой. Погоди. А? И что ты скажешь отцу? Что это чрезвычайно сомнительно. Не стоит И- копья ломать. Я не могу понять, что может быть сомнительного в том, чтобы гиблые эти земли прибавить к нашему массиву, если удастся их воскресить? А да, ты... но ты забываешь, Зафар, что это не наша земля, а государственная. Да не в этом дело. Неужели ты не понимаешь, Лютфия? Это же бросовые земли.
И никто нам в них не откажет. Я знаю, в моем проекте тьма недостатков, но сама идея, верно? Какая идея? Надают за это по одному месту и правильно сделают. Явление чисто возрастное. Я знаю, каждый в молодости думает, что может схватить журавля в небе. А я обыкновенный агроном. И моя профессия не воздушные замки, а земля. Крот тоже редко поглядывает на небо. Не забывайся! Не смей дерзить. Да нет, я просто хотел сказать, что ему довольно скучно живется. Не берусь судить, но мы неплохо работаем. А разве мечтать при этом никому не позволено? Лютфия, как думаешь, кто из нас прав? Ее мнение меня совершенно не интересует. А что с Шадмоном? Он бросился на перерез коню, который понес нашу Гульшану, и вот теперь у него перелом ноги, вторую неделю лежит. Дедушка! Да, это твой дедушка. Но только этот бронзовый, он ничего не знает. Как лечить землю, не знает. Вот дядя Зафар знает, я знаю, папа знает, а он ничего не знает. Поняла? И чего он тут стоит целыми днями? Молчит и на людей посматривает. Эй, Набиджон! А? Ну что в твоей чайхане? Опять ни одной женщины нет, а? Не знаю, что делать, Мухаммеджан Ака. Ну, никак не идут. Ах, не идут? Вот я возьму да сниму тебя, а на твое место завом посажу женщину. Посмотришь, как пойдут, отбоя не будет. Без конца глохнет во время работы. Кажется, я догадался, в чем там у тебя беда. Сейчас наладим. Ну-ка, покажи. Вот он. Сколько не билась, но никак не получается. Видишь? Совести у вас нет, человек болен, а вы его беспокоите. Что, опять карбюратор, да? Что поделаешь, Мухаммеджан Ака, если механик болеет, бригаде не здоровится. Бригада болеет, механику не по себе. Без механика мы тут без рук. Да вы садитесь, Мухаммеджан Ака. Говорят, ваш Зафар приехал. Утром сегодня и не один приехал. Как не один? Как не один? Привет. С дипломной работой. О, поздравляем, Мухаммеджан Ака. Если песни грустные, соловьи не поют, значит, песни грустные нам они отдают. Лучше б не встречались мы в ту весну, в те года, чем вот так расстались мы на беду навсегда. Я совсем одна. Прости, Зафарджон, но у меня есть работа. Тетрадки проверять. Но где же Гульшан? Пойдем поищем ее. Пойдем. Что это? Почему ты везешь ее? Ой, Зафар, ты? Получайте! И везите вы! Это не девушка, а недоразумение. Говорит, что вывихнула ногу. Можете быть уверены, что все это враки и нога в полном порядке. Просто ей нравится, чтобы ее возили. Вот невозможный характер. Не могу. Да, кстати, я был в институте на обсуждении вашего диплома, Зафар. Очень внимательно выслушал соображения вашего консультанта. И что скажешь? Простите, но по масштабам затея настолько ничтожна, что за нее и браться не стоит. Ты только подумай, Гульшан, 500 гектаров. Да такой, с позволения сказать, проект тут наспех поднимут. И помяните мои слова. Я вижу, много ты понимаешь, ты полегче. Вы, конечно, можете стукнуть меня, тем более, что я остался совершенно без сил, пока довез домой вашу сестру, которая по весу не уступит Власову. Неправда. Сам говорил, что я легкая, как пушинка, а теперь... А ты поверила? Я это говорил из вежливости. Вот цапляк. Еще воображает, что много смыслит в нашем деле. Подумаешь, крупный специалист. Я великолепно помню, как он бренчал день и ночь на дутаре. И ничего похожего. Он в энергетический институт перешел, в будущем году окончит. Ой, Зафар, здравствуй, ты приехал. Ну, идем, идем. Ой, ты чего, я проголодалась?
Алло? Карим? Салом. Что? Телефонограмма давайте. Угу. Громче. Нет, у Шадмона в гипсе нога, разве вы не знаете? Угу. Сейчас. Республиканский съезд хлопкоробов в пятницу. Ты поедешь? Поеду. Зафар Курбанов вместо него. Угу. До свидания. Ага. Теперь скажу о нашем колхозе «Гулистон». Конечно, скромность – украшение человека. Но я не могу быть скромным. Работал не я. Люди работали, а мне доверили рассказать об их славном труде. Хлопок – наше белое золото. Он всегда был гордостью республики. План выполнен. На 120%. Сидящие здесь товарищи не дадут мне соврать. По хлопку 120%. Сады подарили нам 102. Остальные статьи дохода наш строгий бухгалтер оценивает цифры 100%. С бухгалтерией не поспоришь. Но мы довольны этими результатами. То есть как планировали, так и получилось. Нас спрашивают. В чем секрет успеха в вашей артели? Я отвечу. Угадайте сами. Разрешите? Слово имеет Абдулла Ашуров. Да погодите вы аппаратами щелкать. Мне тоже хочется послушать своего друга. Как председатель своего колхоза и делегат съезда я уже выступал. А теперь я хочу выступить как сосед предыдущего оратора. Дорогой друг молодых лет Мухамеджан Ака, ты говоришь, вас спрашивают, в чем секрет успехов в вашей артели. И ответил, догадайтесь, мол, сами. Уже догадались. Слов нет. Люди твоего колхоза достойные люди. Хлопок ваш лучший в стране. Но я разгадываю твою загадку так. Вы передовые по всем показателям, потому что у вас земли мало. А если земли мало, то и планы у вас по нашему времени небольшие. А вот и результат этой загадки. Ты, значит, в кресле сидишь. А смотри, как потеют на галерке соседи твои, у которых в несколько раз земли больше. Хитрый результат получается. Прости, если я неверно угадал, но подумай о моих словах. В народе не зря у нас говорят, уж коль с погонщиком слонов дружбу завести решил, не поленись и сделай высокие ворота. У тебя нынче маленькие ворота, друг мой Мухамеджан Ака. А мне бы хотелось, чтобы ты был тем, кем всегда был. Для всех нас примером. Так и будет, я думаю. Объявляется перерыв на 20 минут. Непременно надо было здесь высказываться. Не знаешь, что ли, где меня разыскать, а? Приехал бы, посидели бы в тенечке за чаем, обсудили бы, кто из нас прав. Это моя оплошность, надо было заехать. Но ты забываешь, кто ищет друга без порока, может остаться вообще без друга, Мухамеджан Ака. И после этого ты смеешь мне говорить, что ты мой друг? Нет. Ты был мне другом когда-то. А теперь ты не друг, а только мой сосед. Да, и не больше. А ты почему не приехал ко мне? Чай пить. Ты брось это, не подмигивай мне. Тогда пойдем в президиум, там, может быть, нас рассудят. Нет. Пойдем лучше на галерку. Кажется, именно там громче всего смеялись над твоими остротами. Идем. Напрасно спешите, товарищ Озеров. Боюсь, что, как и Абдулла Ака, вы стреляете в потьмах. А я еще только прицеливаюсь, товарищ. Карим. Что же касается Абдулла Ака, то как хотите, он молодец. Здравствуйте. Молодец? Да. Ну, конечно, вам виднее, вы большая пресса. Но совсем недавно он о моем отце просто, ну, как бы это вам сказать... Побоялся бы говорить что-либо? Да. Очень возможно. Так ведь это хорошо, что те времена прошли. А что касается критики, то это освежающая баня, которая помогает людям держать себя в чистоте. Полагаете, что мы не думаем о своем будущем? Да нет, я совсем... Вот мой младший брат. Зафар?
Вот это Зафар! Я вас помню совсем мальчишка. По его проекту мы осваиваем массив 600 гектаров солонцов. 600 гектаров солонцов? Ну и Лавкач, смотри, Зафар уже толкает свой куцый проект. Знает, куда обращаться за помощью. Печать оружия сильная. И вот о нем уже заговорили на страницах республиканского органа. Как только у тебя язык поворачивается. Как будто он занимается саморекламой. Ведь Зафар мне все-таки брат. Ах, вот как, семейство на серьезном общественном деле. Не разделяю твои позиции. А с тебя спрос невелик. А вот о чем они там думают, уважаемые товарищи из редакции? Неужели не понимают, что провести гипсование 500 гектаров земли – полумера для нашего колхоза, насмешка? Ох, и забияка ты у меня. Я понимаю, Пулат. Конечно, тебе твой проект дороже любого другого, но все-таки... Да при чем тут мой или его? Я беспокоюсь о деле. Сколько раз я тебе говорил, это не мой проект, а коллективный, Алексея, Елены и мой. Так что выражайся точнее, пожалуйста. Что я скажу им теперь? Пойми-то, я клялся им, что я тут же поговорю с ответственными людьми, как только моя нога ступит на землю колхоза Гулистон. И как только я ступил на эту землю, я помчался как полоумный не к председателю колхоза, как мне надлежало бы, а к тебе, моя дорогая. И проект забыт, всякие глупые нежности в голове. Как ты похорошела, Гульшан. Ах, дорогая, как мы долго не виделись. И все это вот уже 5 дней. А я-то тут при чем? Вот дурень. До приезда Зафара ты мог 150 раз повидаться с отцом. Но откуда мне было знать, что события развернутся так быстро? Дорогу осилит идущий, пишут в газете. Вы думаете, что гипсование — единственный научный метод оживления Земли, товарищ Озеров? Ну вот смотри, зачем далеко ходить? Ведь даже мощность нашей межколхозной электростанции то нами не используется. Это же резервы, это преобразило бы сразу хозяйство огромного района, а не одного колхоза, которым руководит твой папаша. Как ты сказал? А? Что это? Тракторы? Куда их перегоняют? А, значит, Карим уже вернулся. Скорей на почту. Мне нужно срочно поговорить по междугороднему с Алексеем и Еленой. Елена очень серьезная девушка. Сейчас только она может спасти дело. О, Аллах, что только она сделает со мной. Пулат, а что она с тобой сделает? Что захочет. Да-да-да, ты ее еще не знаешь. А какая она? Кто? Да вот это, твоя Ленка. Нет, постоим немного, я задохнулась. Скажи мне, красивая она? Я же тебе говорю, ведьма, сущая ведьма. Красивее меня? 100 раз. Стой, куда ты? Переодеться. Мне надо довести Шадмона сегодня. Ведь это он спас меня от верной смерти. Вот тебе номер телефона. Пойди и потребуй молнию. Музафара, здравствуй. Эй, дочка, Но поймите, без у нас очереди срочное не дело. старайся. А ну? Ничего не выйдет. Может быть, вы уступите? У нас, то есть у него, очень важный разговор. Да-да. Срочный? Да. Да, но у меня дело еще более срочное. Дочка Бахтинисов родила двойню. Сразу у меня 2 внучки. Понимаете? Да что вы! Поздравляем вас, дедушка! Поздравляем вас, дедушка! Соединяйся, да-да. Сейчас. Так зачем же вам звонить, дедушка, не пойму я. Обе внучки родились, и, надеюсь, благополучно. Бахтинисо дома. В том-то и дело, что насчет имени для одной внучки мы давно условились. Но того, что появятся 2 сразу, этого мы не учли. Ну и какое имя вы придумали? Умора. Что вы, это, по-моему, не то. Разве мало красивых имен? Например, Гульнор, Зульфия, Рубия, ну, Шафарин. Или вот еще Нигина. Да-да, красивое имя, Нигина. 11:43, вторая кабина. А? Ленка! Лена! Это Пулат говорит. Да-да, это я. Немедленно выезжай. Леночка! Лена. А что, если одно имя таджикское, а другое русское? Лена. Лена? Отец, куда же вы? Что с тобой? Почему ты все время улыбаешься? Да так просто. У меня почему-то на душе радостно. Ну да, Мухамеджан Курбанов отстал от времени, а ты
Первый раз в жизни твоего отца отчитали как школьника. Чему тут радоваться? Я рад тому, что мы едем вместе. Помните, когда я был мальчишкой, вы меня всегда брали с собой. И я радовался и гордился тем, что все видят, какой у меня отец. Саид! Это вы первые рассказали мне о том, что земля живая. И я на всю жизнь запомнил ваши слова. Вы сказали, она такая же живая, как мы с тобой, Зафар. Я вас спросил тогда, отец, а научусь я когда-нибудь разговаривать с землей? А вы засмеялись и ответили, непременно научишься, сынок. Только это не так просто. Этому надо много и долго учиться. Саид, где ты, черт подери? Вам, наверное, не интересно слушать все это. Да, сынок, мне интересно. И потом ты, видно, ничего не понял из того, что произошло на съезде. Ты подумай, я всю жизнь привык быть первым. А разве позорно сделать хорошее дело вторым? Горишь с этим Саидом. Вы очень изменились за это время. В чем же это? Честно и откровенно? А как же иначе? Вы стали хуже относиться к людям. Вы просто перестали ими интересоваться. И это ты мне говоришь? Нет, Зафар, ошибаешься. Я знаю любого малыша в нашем колхозе. По имени и фамилии. Знаю, в какой семье и когда ждут парни из армии. В какой собираются дочку замуж отдавать. Это вы, может быть, и знаете. Но вы разучились понимать, от чего плачут и чему радуются ваши люди. Что ты знаешь? Я не хотел говорить вам об этом. Но я сужу по себе. Я попросил у вас совета, но вы почему-то сочли возможным поручить разговор отца с сыном третьему лицу. Разве так делают? Карим тебе не чужой. Я пришел с вашей мечтой к вам. Ведь это же ваша мечта — вылечить эту землю. Где ты ходишь? Извините, Мухаммеджан Ака, ракету покупал. Это я просил, отец, для Наргиз. А вы бы сели на заднее сиденье. Дорога длинная, обо всем бы успели поговорить с Зафарджоном. Мы и так уже обо всем поговорили. С Зафарджоном. Поезжай. Чтобы женщины в чайхану уходили, говорит. Ты где же ты видела? И что придумал? Чтобы заведующая тоже женщина. Иди ложись спать, сынок. И спасибо за приятный разговор. Накурил ты. Вот он. Явился, не запылился. Как раз запылился. Люди спят. А вы что, не спите? Твои великие идеи пытаемся воплотить в жизнь. Что это? Что это? Не делай вид, что ты свалился с Луны. Ты же знаешь, что я рассказал о твоем проекте товарищу Озерову. Он статью написал в газету. Теперь пути назад нет. И мы с Камолом подставили свои шеи и принялись за работу. Перестань поясничать. Я не слышал, что ты говорил Озерову. Тем не менее, на фотографии в газете ты получился более удачно, чем я. Чего не понимаю. Сперва ты голословно разругал мой проект. Потом расхвалил для чего-то. Еще проект не готов, а ты уже принялся за расчеты. Я не понимаю, ты что, недоволен? Но это ведь не работа, а видимость ее. Да ну. Значит, мы тут стараемся, сидим до полуночи, и вместо спасибо... Какое там спасибо? Все это фикция и обман. А я тут при чем? Я маленький человек, то, что мне прикажут, то я и делаю. Мостик такой через речку, пройдет по нему пешеход и забудет. Значит, ты принялся за это дело только потому, что услышал мнение других людей. А где же твое собственное? Мой брат, оказывается, держит нос по ветру. Ну, ты легче. Только не надо ссориться, Зафарджон. Ты думаешь так, другие иначе. У каждого теперь свое мнение. Каждый размышляет. По-твоему, это плоды размышлений. Как изменилось все в этом доме. Видал? Вот да нигде у меня оба, не терплю святых. Один прежний славы терять не хочет, а этот новый добивается. Ты заметь, раньше в колхозе одного дела не начинали без твоего «да». А теперь скоро и «нет» не выслушают. А ты меня не храни раньше времени. Когда на съезде Абдулла Ака набросился на отца, я понял, что тут нужен какой-то ход, и нашел его. Я пошел с козыря. Как ты думаешь, должен я был спасти от позора собственного отца? Я пошел к Озерову и рассказал о проекте. И правильно сделал. Ведь твой отец любит чистую правду. А мы что? Нам памятников не ставят, мы люди маленькие. Ну вот что! Иди-ка ты лучше спать.
Но мы же собирались... Завтра вечером окончим. Иди домой. Тебе сказано. Как же быть? Что мне делать теперь? Вот пришлось и мне воевать, Рустам. Но почему с родным братом? Ты спишь? Отец. Ходить в бездельниках пока что мне не приходилось. Не могу. Да и не должен я бездельникам помогать. Что ж ты молчишь? Ты-то ведь знаешь, что эти руки никогда не боялись работой. И тебе не спится. Садись, Шадман. Тебе из-за ноги не спится? Болит еще, наверное. Да нет, нога ничего. Увидел вас в окошко и решил поговорить с вами. Да, Шадман Джон. Невеселые у нас с тобой дела. Газеты читал? Читал. Да, газеты ты, конечно, читал, Шадман. Но того, что сегодня мой младший сын мне наговорил, этого в газетах не было. Как тебе нравится эта Риса Абдулло? И ведь кругом прав. Да. А этот парень из колхоза Бустон? Ты считаешь, что он тоже прав? Ругали нас за дело, конечно. Я даже думаю, что еще больше надо было. Так что же, во всем виноват я? Ты забыл, что мы эту кашу с тобой вместе варили? Знаю, что вместе. Нас Зафар очень может выручить. И эти мертвые земли. Да, то-то и дело, что мертвые. Мы должны их еще сперва оживить. А этот нос передо мной задрал. И думает, что он на свете умнее всех. Он стоит здесь справедливо, свое дело сделал. Мы-то живые. И впереди у нас дел еще много. Да, вы тут стоите по заслугам. Но последнее время, Мухаммед Джанака, не председатель руководит колхозом, а Карим. Что? Будем считать, что твоих последних слов я не слышу. Мухаммед Нет, Джанака. довольно. Тебе, может, не нравится вся моя семья? Не нравится, что Гульшан забегает тебя проведывать? Да нет, и она ко мне вовсе не приходила. Знаю, легкомысленная девчонка. Бегает целые дни. Дома почти не бывает. Еще в ковровой мастерской она работает, там ей довольно. А что-нибудь по хозяйству сделать? Ни за что не заставишь. Когда вы при мне говорите о Гульшан, всегда получается, будто она самая никудышная. Словно боитесь, что я буду свататься. Не беспокойтесь, не уведу у вас дочери. Я хотел с вами поговорить о другом. А в мою личную жизнь вмешиваться, это, по-моему, даже вам не обязательно. Ну, иди, отдыхай. Поправляйся. Я сам с ней поговорю. Уж я постараюсь ей втолковать. Мухаммед Джанака, я не люблю вашу дочь Гульшан и не нуждаюсь в вашем посредничестве. Вы что, не верите мне? А ну, посмотри мне в глаза. И куда подевался этот черепах-автобус?
Доброе утро, ребята! Здравствуйте! Ты куда собрался в такую рань, Пулат? Да вот вышел своих встречать. Приезжают мои друзья по институту. Алеша Смирнов, Елена Цветкова. Вы знаете, Шадмон, я думаю, они сегодня же захотят с вами встретиться. Со мной встретиться? Да. А что такое? Не будем опережать события. Кажется, идет. Этот рисунок очень хорошо получился. Но ты и другой ковер уже начала. Пойдем, покажи. Шадмон! Шадмон! Здравствуй, Гульшан. Здравствуй. Скажи мне, ты тоже меня считаешь неблагодарной? Что ты придумала, Гульшан? О чем ты говоришь? Ничего я не придумала. Мне все говорят неблагодарны. Он спас тебе жизнь, а ты даже этого не ценишь. Страдает человек, сколько дней пролежал за тебя в постели. Скажи, Шадмон, я одного не могу понять. А что мне делать, если ты спас мне жизнь? В знак благодарности выходить замуж за тебя? Кто ты? Кто тебе внушил этот вздор? Да мне все на это намекают. А я думаю, глупости они говорят. Правда, замуж выходит только по любви, а не потому, что кто-то спас тебе жизнь. Правда, Шадмон? Вот я выйду только по любви из-за хорошего парня. И я думаю так же. Только по любви. Салом, секретарь. Здрасте, Шарафат Хула. Салом, ты уже ходишь, как нога. Больше не тревожит? А Гульшан не интересуется. Даже не потрудилась, наверное, тебя расспросить. Что вы, Шарафат Хула? Она меня затем и подозвала сюда, чтобы расспросить, как я себя чувствую. Ах, вот как. Да. До свидания. Не ценишь такого прекрасного парня. Вот если бы такой, как он, спас бы меня от верной смерти, я бы, моя милая Гульшан, не знаю, что бы сделала. Вот и я не знаю, как мне теперь поступить с Шадмоном. А потом еще этот эскиз у меня не получается, как назло. Эй, бригадир! Отправляй 20 человек на Солонцы. Наряд оформил? У меня все готово, Карим. Столом. А как с поваром высылать? Ну, конечно, а то как же. И еще 4 плотников. Хорошо. Ты их прямо туда высылай, на место. А кому? Ты мне все оформил? Оформил. Сначала этих надо. Виктор отца не видел? Нет, папа, не видел. Ребят, отца не видели? Нет. Где Мухаммеджан Ака, не знаешь? Не знаю. Саид, где отец? Ты что, потерял меня? Ну как, сынок, рад? Красиво работает. Для начала совсем неплохо. Отец, я прошу вас прекратить работу. Что? Нельзя так вести работы. Надо сначала закончить проект. А он еще далеко не закончен. Постой. Отчего это со дня твоего приезда ты все меня получаешь и получаешь? Может быть, ты забыл, кто я тебе? Может быть, ты считаешь, что у тебя больше опыта? Отец, выслушайте меня, прошу. Нет, ты меня выслушай. Но я... А я не желаю. Если для тебя что-нибудь не ясно, бери машину, Саид отвезет тебя в город. Уточни, что надо, и посоветуйся, как сделать, чтобы не остановились работы. Земля не ждет, так что торопись. Отец. Отец, начинать работы по незавершенному проекту — позор для нашей семьи, а для меня бесчестие. Вы не захотели выслушать меня, значит, я должен все решить сам. Еще не знаю, как это сделать. Еще не знаю, как это сделать. Как доехали? Хорошо, да? Я-то ничего, вот Цветкова не оказалось. С тобой, Цветкова? Пулат. Ее укачало в самолете, а потом доконало в этой лайбе. По-моему, на ближайшие сутки она выбыла из строя. Здорово. Через час я буду совершенно работоспособна. Так, посмотрим. Я уверена, что Гагарина швыряла в ракете меньше, чем нас. А ну, Пулат, берись. Давай помогу, Алёш. А где твоя невеста, Пулат? Да, Пулат, где твоя невеста? На работе? При чем тут невеста, когда мы в петле? Идите сюда. Прочтите, что написано. Лучше бы вы не знали азбуки. Прочли? Наше положение просто катастрофическое.
А ну-ка, бери вещи, кавалер. Ну вот, а теперь пойдем. Опа, держи, кавалер. Кавалер. Давай. Заправлены с планшеты космические карты, и штурман проверяет последний раз. Лей больше, Пулат, больше лей, чтобы поскорее пришла в себя. Хорошо. Париба-па-париба. Пуру-пури-пуру. Нашла время шутить. Давай воды. Утка, а не На женщина. пыльных тропинках далеких планет. Кто это? Нашел себе писаную красавицу. Чучело огородное. Подумаешь, ну и вкус. Что ты такое говоришь, не пойму я тебя. Спросите у своего сына. На пыльных тропинках далеких Гульшан! планет. Гульшан! Доброе утро, Гульшан! Отец! Надо посоветоваться. Есть кое-какие соображения. Видишь ли, мы с Камолом подсчитали средства и силы, необходимые при таком объеме работы. И вот как бы тебе сказать, растерялись немного. Немного или очень? Немного. Ну, в чем дело, рассказывай. Сев в разгаре, люди все заняты. Не Юлий Камол. Стрела всегда прямо летит. Ну, если прямо, то вы меня поймете. Ну? В этом году, по нашим возможностям, лучше было бы выполнить не всю длину, а лишь половину канала. Остальное отложить надо. Ты когда-нибудь носил половину халата, Камол? Нет. А ты, Карим? Я не понимаю вас, отец. Сейчас поймешь. Товарищ Озеров! Добро пожаловать, очень кстати. А почему кстати? И вот мы тут посоветовались с нашим агрономом и бригадиром и пришли к выводу, что в этом году мы можем даже удлинить немного наш оросительный канал. Ну что ж, приятный сюрприз. Раз мы в газету попали, нам остается только не подкачать, оправдать доверие. А это читали? Спасибо. До свидания. Спасибо Счастливо. большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Все, ребята. Приводите себя в порядок, решается наша судьба. Так. Эй, малый, где председатель? Он здесь? Уехал на свадьбу! Ну какую свадьбу? Ну какую свадьбу? Повар наш женится! Как же вы? Что же делать? Придется идти на свадьбу. Пошли. Добрый день, соседка. Добрый день, Карим. Не выпьешь ли белого чаю? Нет, спасибо. Сначала пойду пообедаю. С самого утра на ногах. Карим, я тебя целый час жду! А что тебе надо? Сидишь дома и не могла приготовить мне поесть. Погоди, а почему ты дома? Потому. Эй, что это с тобой, а? Ничего. Я и сам вижу. По кончику носа. Пулат? Образуется, не бойся. Эх, сестренка, понимаешь, любовь это такое... А что говорить? Пулат неплохой парень. Да только немного бездельник, верно? А вот и неверно. Он собирается одно большое дело затеять. Пулат? Я понимаю. Собирается усовершенствовать Дутар. Нет, он проект орошения разработал. О, куда хватил? Значит, проект Зафара в опасности? Да и опасность серьезная. Да что? К Пулату приехали друзья и привезли свой проект вместо проекта Зафара. Что? У кого там еще проект есть?
У Пулата его друзей, которые к нему сегодня приехали. И, говорят, очень хвалил какой-то там знаменитый академик. Кто хвалил? Кого хвалили? Да ты толком скажи. Ну, академик хвалил этих студентов и их проект. Ты что, оглох совсем? Так. Ай, черт, пригорело. Ну, дальше. Что ж ты молчала до сих пор? Просил не говорить никому. Но мне все равно теперь. Пусть проваливают они отсюда, даже если их проект лучше. Ну-ну. Он мне говорил, что они собираются росить все мертвые земли и все предгорье. За счет электроэнергии. Это же 2000 гектаров. Почти все предгорье. Нет, туда вода не пойдет. Ничего у них не выйдет. Пулат настойчивый, у него непременно выйдет. Нет. Они насосами воду будут качать. А ты вместо того, чтобы со мной спорить, сходил бы к отсюда, все ему рассказал. Отец на свадьбе. Нет, налей мне воды. Дорогие гости, хочу сказать на этой свадьбе так. Молодые мои друзья, пусть ваша жизнь будет так же чиста и прозрачна, как эта вода. Да не обойтись вам всю жизнь друг без друга, как не обойтись вам без воды. Любите наш колхоз, щедро отдавайте ему свои молодые силы и помогайте ему цвести, как полям помогает цвести вода. И еще одно пожелание. Сколько есть капель в этой пиале, столько пусть будет у вас детей. Да, всегда что-нибудь придумаем. Еще, конечно. И тебе того же желаю. Присоединяюсь от души. А на моей свадьбе он... Ну, конечно, этого не может быть. 2000 гектаров. Вздор и фантастика. Что ж ты все время молчишь? Кто им позволит этим хвостунам осуществить их затею? Неужели без них, неужели без этой Цветковой больше хлопок не будет расти? Ты говоришь, академик консультировал их проект? Угу. Перестань реветь. И зачем он позвал ее сюда? Он ведь такой умный, талантливый. Талантливее, может быть, самого Зафара. И ты говоришь это мне? А меня ты уже за человека не считаешь? Нет, ты прекрасный исполнитель. Но ты сам знаешь, выдумки у тебя нет. Убирайся вон. Карим. Осточертели вы мне все вместе взятые. И талантливые, и обыкновенные. Что ты, Карим? Иди. Вот дуреха. Ну что ж, придется, значит, делать черную работу не для Зафара. Пулат пока идет впереди. Ты что, дочка, что-нибудь наргиз? Записка Зафара. Ну-ка дай. Какая-нибудь неприятность? Нет, нет, танцуй, дочка, танцуй. Молодые просили передать подарок дорогому гостю. На здоровье. Ох, Как хорошо стало. Спасибо. Ты как песня в моей судьбе, как я счастлив петь о тебе, как мне верится, что должны мы встретиться в жизни с тобой, ненаглядная все. Я не пойду, неудобно без приглашения. Что ты, Лера? Я вот что предлагаю. Давайте перенесем наше свидание на завтра. Не будет же председатель на свадьбе рассматривать наш проект. Лена права. Будет, ты его еще не знаешь. Лишь бы нам попасть туда, и все будет в порядке. Оставайтесь, Тупоклон, не обижайтесь. Не могу, дорогая, у меня у самой гости. А, так вы здесь. Здесь, мама. Понимаешь, вот Лена никогда не видела таджикской свадьбы, а войти без приглашения не хочет, стесняется. Прошу вас, будьте нашими гостями. Входите, не стесняйтесь. И вы, Тупоклон, оставайтесь, раз ваши гости у нас. Спасибо. Прошу вас. Вперед, ребята. Спасибо, спасибо. Пойду поищу его. Иди, мы будем ждать здесь. Спасибо. Не видно его? Нет? Разрешите? Пожалуйста. Прости. Я сейчас, Алеша. Если найдете его, смотрите, без меня не начинайте. Ну вот, нашла время.
Нигде его не видно. Что ж делать? Добро пожаловать. Прошу вас, ребята, выпить со мной на моей свадьбе. Ну что ж, Алёша, желаю тебе и твоей невесте большого-большого Тебя и твою счастья. невесту. Спасибо. Спасибо. Ну ты иди, тебя гости там. Спасибо, ребята. Знаешь что, Алёша, давай уйдем отсюда. Что-то нет настроения. Уйдем, и давай все-таки действовать. Давай. Чего ждать Цветкова, если вздумалось танцевать? А, ревнуешь? Отстань. Неприятно, когда нас с другими танцуют. Для тебя это нож острый. А зачем, если ей нравится, пусть танцует. Энтузиастки народного просвещения, салам. Ты обедала? Садись, накормлю. Вот шашлык. Я не могу сказать, что отличный, но поскольку моей жене часто бывает некогда, я, так сказать, временно приступил к ее обязанностям. Садись. Что с тобой? Ты в хорошем настроении? Это такая редкость. Ничего не редкость. Хорошее настроение не покидает меня с самого дня нашей свадьбы. Вот как? Да. Ты мне давно этого не говорил. Выпей, дорогая. Выпью. А за что? Знаешь за что? Вон, за тутовник. За тутовник? Да, за тот самый тутовник, который нас с тобой когда-то познакомил. Помнишь, ты пришла к нам с матерью в гости. Ты захотела ягоды, тебе сказали, забирайся и рви. Взобраться ты взобралась, а спуститься смелости не хватает. Да, а потом пришел ты. Да. Лестницу приволок. И говоришь, ну ты, трусишка, слезай. Держись-ка крепче за шею и не бойся. И снял с дерева. А трусишке тогда 17 лет было. Я выпью, пожалуй, за тутовник, если хочешь. Карим, спасибо, что ты не забыла о тутовнике, но я в последнее время думала, что ты забыла очень и очень многое. А что, например? Ну скажи, что? А? Мечты наши, наш разговор с тобой и даже нашу молодость. Ах, вот оно что. Мечты. А тебе не кажется, что у нас развелось множество мечтателей? Все такие правильные, передовые. Мечтатели появились в каждом дворе. И пусть их будет побольше, разве это так плохо? Возьми хотя бы нашу страну. Вот как. Это уже говорит учительница. Меня, кажется, снова посадили за парту. А я и есть учительница. Нам всем приходится переучиваться теперь. У меня не хватает терпения. Единственное, о чем я мечтаю, это бросить все и уехать отсюда. Что? Уехать навсегда. Как меня опротивили эти безусые мечтатели, все их мальчишеские бредни. Хочу жить в покое и тишине. Если хочешь знать, у меня временами просто отвращение к этой нелепой, беспокойной жизни. Ничего определенного, обыкновенного, черт возьми. Целые дни носишься с места на место. Мне надоела эта постоянная неопределенность и вечные метания. Человек должен быть хоть в чем-то уверен. Ведь не так уж мы молоды, в конце концов, дорогая моя Лютфия. А только что мне казалось, что мы так молоды. Я пойду. Спасибо за обед. Знаешь, я только вчера читала ребятам в школе книжку Толстого. В ней удивительные слова. Он говорит, чтобы жить честно, надо рваться и путаться. Ошибаться, бросать и опять начинать. А главное, не бояться ошибок. Опять бросать и начинать снова и вечно бороться, а спокойствие, душевная подлость. Замечательные слова, правда? Возможно, но для меня простака это сложно, вероятно. Для чего нужно притворяться? Если ты собираешься куда-то вдруг переезжать, то мне это совсем не улыбается. Пойми, я не могу все бросить. Да и посреди учебного года меня не отпустят. То есть ты хочешь сказать, что можешь бросить только меня?
Того, кого любят, никогда не бросают. Только тех бросают, кого разлюбили. Это что? Угроза? Предупреждение, если хочешь. Послушай, Алёш, будь другом, а? Посмотри в соседнем дворе, нет ли там Гульшан? Вижу мужчину. Мужчину? Кормит коня. Коня? По-моему, с сахаром. А, это Карим. Слушай, Алёша, он агроном нашего колхоза. Не поговорить ли с ним о нашем деле, а? Обязательно, время не ждет. Здравствуйте, сосед! Нет ли огонька? Найдется, заходите. Заходите, ребята. Садитесь. Спасибо. Вы не знакомы? Алексей Смирнов, энергетик. Очень приятно. На вид не просто энергетик. Профессор энергетик. Пожалуйста. Эй, Лютви! Гульшан! Гульшан, дай-ка нам закусить, у нас гости. А это что у вас? Какая-нибудь ГЭС? Гидроузел? Или проект космического корабля? Нет, это одна затея, над которой мы вместе работаем. Хотелось бы, если возможно, чтобы вы помогли нам. Но спешить нам некуда. Есть деловое предложение ввиду сильной жары и в честь первого нашего знакомства открыть бутылку вина и распить ее. Ого! Что же ты закуску не несешь, сестренка? Поторопись, потому что у нас не простые гости, а почти академики. Ну, мы не академики, но проект, о котором говорил Пулат, на самом деле консультировал академик. И мы хотели... Неужели? Да-да. О, разрешите. В таком случае первый тост предложить за академика, который консультировал ваш проект. Спасибо. Выпьем. За расцвет молодых талантов. Но вы же еще не видели нашего проекта, сосед. Если разрешите... Нет, сперва выпьем. Пожалуйста, выпьем. Видите ли, наш проект предусматривает... Сосед, ведь мы условились сначала распить эту бутылку, а потом я с радостью готов выслушать каждое ваше слово. Ну что ж, разопьем. Вы понимаете, затраты на строительство пустяки. И вот за эти-то пустяки мы имеем... Сущий рай. Сущий рай на земле, да еще бесплатно. Я все понял, ребята. Мне особенно объяснять не надо, я быстро соображаю. За рай, который хотят создать молодые мечтатели. Я понимаю, он пока у вас еще на бумаге. Но корабли наших космонавтов тоже сначала были созданы на бумаге. О, Алеша, я вижу, парень хитрый, ему палец в рот не клади. Все понимает, разве не верно, Пулат? Вы можете нас все-таки выслушать, или у вас нет настроения? Прежде всего, гостеприимство. Выпили, надо закусить, от разговоров о халве во рту не становится слаще, что там не говори. Будь гостем, Андрей Ильич. Спасибо. Смотри, тут, кажется, тоже свадьба. Скорее совещание. Здравствуйте. Ну как, угадал? Угадали. Совещание на высшем уровне, товарищ Озеров. Разрешите вам представить моих гостей, цвет нашей молодежи. Вот это наш местный Эдисон, а это заезжий Циолковский, познакомьтесь. Бутылка хорошего вина, и мы оросили 2000 гектаров земли под хлопок, как раз плюнуть. Дайте нам 2 бутылки, и мы оросим, согласно этим гениальным чертежам, даже всю Каракумскую пустыню. Опомнитесь, вы только себя унижаете. Как вам не стыдно? Это... Мухамеджанака, мы требуем, чтобы вы нас тут же немедленно выслушали. Мы разработали проект. Основная идея его... Замолчи, Пулат! Извините моих друзей, товарищ председатель. Они просто пьяны. Дай сюда. Спасибо. Быстро по домам. Разрешите доложить наш проект завтра? Пожалуйста. Ничего не понимаю. Послушай, жена. Алексей, ты мне потом все объяснишь.
То, что ты сделал, отвратительно, низко и гнусно. Как ни странно, эти молодые люди предлагают нашему колхозу очень и очень выгодное дело. Идем, Тюльпан. Здравствуй, Карим. Доброе утро. На. Вытри. Знаешь, когда ты был мальчишкой, Карим, я случалось шлепал тебя вот таким полотенцем. Но теперь ты уже мужчина. О чем это вы, отец? Не понимаю. Прекрасно понимаешь. Если люди пришли в дом Курбановых, они не должны пожалеть об этом. Они должны уйти радостными. Я просто пошутил. Я не хочу сейчас говорить о них, Карим. Я говорю только о Кариме Курбанове, в котором не узнаю своего сына. Отец, не перебивай меня. Почему Лютфия тоскует? Почему ты и Зафар все время ссоритесь и не можете понять друг друга? Почему вы меня простите? Целыми днями. Только о Зафаре. Но вы за последнее время тоже переменились. Идем, Тюльпан. Вы не захотели выслушать меня. Значит, я должен все решить сам. Еще не знаю, как это сделать. Еще не знаю, как это сделать. Может, дать закурить, Мухаммеджан Ака? Спасибо, Андрей Ильич, не курю. Мне необходимо поговорить с вами. Считай, что мы уже говорим. Почему вы третий день не принимаете этих ребят? Мухаммеджан Ака, кажется, я понимаю, в чем дело. Вы не принимаете их, потому что боитесь. А? Чего мне бояться? Разговора с ними. Откровенного разговора с ребятами, которые пришли с чистой душой и искренне хотят помочь нашему колхозу. Вы боитесь их, потому что не хуже меня знаете, что их проект лучший проект Зафара. Вот я и хочу спросить, где же ваша принципиальность, коммунист, товарищ Мухаммеджан Курбанов? Так, сынок, говори дальше. Что же ты замолчал? Говори. Неужели вы позабыли о том, что колхоз существует не для нас с вами, а чтобы в нем наши люди жили счастливо? Такая простая мысль, не правда ли? А вы ее упустили из виду, Мухаммеджан Ака. Только о прежних заслугах мы говорить не будем. Я помню, что вы первый начали создавать колхоз в нашем районе. Не про это я говорю. Действительно, вы первый. Первым пошли на Вахшской, потом на Гисарской канавы. Я знаю, что вы первый в нашей республике стали внедрять уборку хлопка машиной. И дали невиданные урожаи. Но все это было и быльем поросло. Старыми заслугами никого не удивишь. А что сделано за эти годы, если посмотреть в лицо правде? Не для галочки в плане, не для славы своей овации на совещаниях, не для первой газетной страницы, где выделяют лучших и передовых, а для людей простых, обыкновенных, которые живут рядом. На это вы мне можете ответить, Мухаммеджан Ака? А я не буду тебе отвечать. Ты еще одного очень важного вопроса мне не задал. Какого вопроса? Ну-ка посмотри в эту воду. Ну, что ты там видишь? Вижу себя. Нет, не просто себя видишь, а коммуниста Шадмона Юсупова. Вот ты и спроси у него, где был коммунист Шадмон Юсупов все это время? И на каком же повороте Мухаммеджана, старого дурака, он оставил наедине со своей совестью? Что ж молчишь, секретарь? Ответь. Вот так же точно. Ты молчал на партсобраниях и правлениях, только вовремя поддакивал и под моей подписью ставил свою. Хоть бы ты против меня один раз выступил, ведь это ты меня в святые произвел. Только я и слышал. Как вы считаете, Мухаммеджан Ака? Каково ваше мнение, Мухаммеджан Ака? Как вы найдете нужным, уважаемый Мухаммеджан Ака? Боюсь, что как друг ты со своим разговором, прямо скажем, опоздал. Болезнь моя сама по себе не пройдет, а врачей у меня и без тебя хватит. И все же, Мухаммеджан Ака? Что это?
Сегодня в 19:30 вы должны прийти на бюро на обсуждение проекта Пулата и его друзей. Не приду, Шадмон, заболел я. Зубы болят, и все тут. Завтра разболятся еще больше. Вечером Озеров уезжает, мне надо его проводить. Андрей Ильич не уезжает, он тоже придет на бюро. А я не приду, не приставай и думай обо мне все, что угодно. Здравствуйте. Здравствуйте. А где же председатель, Шадмон ага? Еще минуты 3 у нас есть, я думаю, надо подождать. Подождем, конечно, товарищ. Подождем. Добрый вечер. Здравствуйте. Садитесь поближе, Мухаммед Джанака. Вам виднее будет. Мне и здесь хорошо. Почему не начинаем? Кого ждем? Товарищи, слово предоставляется Елене Цветковой. Пожалуйста. Прошу внимания. Мое сообщение будет кратким. Перед вами проект орошения Солонцов и предгорья колхоза «Гулистон». Здесь, на юге, где находится межколхозная электростанция... Зафар, дорогой, где ты пропадал? Ты мне теперь не только родной брат, но и брат по несчастью. Как говорится, что наша жизнь? Сегодня ты, завтра я. Что ты имеешь в виду? Шадмон сейчас на бюро протаскивает проект Пулата и его приятелей. Он от них в полном восторге. А твой проект забыт. Так что иди, а то поздно будет. Масштаб. Вот что отсутствует в проекте Зафара Курбанова. И будь он здесь, я бы ему сказала, что как мелиоратор он думает широко, а как энергетик он никак не думает. У меня вопрос. Интересно было бы знать, все эти цифры, которыми ты нас здесь засыпала, они что, все проверены? Да, конечно. Вот заключение академика Шатрова, который нас консультировал. Да. Пожалуйста. Да, и товарищ Озеров тоже читал. Да, товарищ, это заключение полностью подтверждает ее слова. И тем не менее, расскажите собранию, что сулит району осуществление вашего проекта. Я отвечу. Орошение насосами, плюс предусмотренный проектом лотковый водовод, даст воду не только на Солонцы, но и на 2000 гектаров предгорья. В перспективе рассвет всего района. И в этом все дело. Разве земля соседа не ваша земля? Земля соседа – это земля соседа, прочтите устав. Извините, но это чепуха, Камолока. Верно. Ты была на съезде, дочка? Нет. А почему вы спросили? Пожалуйста. Спасибо, дочка. Карим, а ты почему не на бюро? Ведь ты же агроном колхоза. Что ты? Я тут немного подшутил над этими ребятами, и поэтому Шадмон, видимо, для того, чтобы не смущать их, не пригласил меня. А мне идти или нет? Карим, как ты мне посоветуешь, а? Я? Нет, мне неудобно. Я лицо заинтересованное. Не пойду я. Черт побери. До чего надоели эти современные херувимы. Да так, пожалуй, у тебя скоро вырастут крылышки. У самого все ноет в душе. А на лице улыбочка, я не завидую. Да что ты притворяешься? Я насквозь тебя вижу. Не ломай комедии хоть здесь-то. Нет, незачем мне вмешиваться. Незачем мешать им. Раз уж собрали бюро, как-нибудь разберутся. Чей проект будет признан лучшим, тот пусть и примут. А ты, Калиф на час, что ты будешь делать в колхозе? Ты лично, Зафар Курбанов, который поступил так благородно, я остался ни при чем. Утерли тебе нос, сопливые мальчишки. А? Погоди. А зазорно разве быть Курбановым и делать при этом любую работу? Любую, которую ты называешь грязной, все же нужную людям. Но тебе этого не понять. Нет, не знаю, что с тобой творится. Словно разговариваю с другим человеком. Неужели всю свою жизнь ты хочешь прожить для себя одного, думая лишь о себе? Но эта курица все гребет под себя. Неужели ты хочешь прожить курицей? Помолчи, глупец! Карим! Карим!
Партком? Шадмон? Отца позови. Зафар? 1 минуту. Зафарджон? Когда приехал? Только что. Я говорю из дома. Да. Видел там Шатрова. Он рассказал мне о проекте, который вы теперь обсуждаете. Скажи Пулату и его друзьям, если я хоть чем-нибудь могу быть им полезным, я целиком к их услугам. Извини, Лютфия, но я должен был ему высказать. Со временем он все поймет. Но ты должна ему в этом очень помочь. Да, разумеется. Это моя прямая обязанность. Исправляю, учительница, как в школьных тетрадях, чужие ошибки. А кто исправит ошибки моей жизни? Кто? Это не только твоя ошибка, Лютфия. Моя. Отчего так бывает в жизни? Тот, кто живет рядом, далек, а далекой близок. Отчего нельзя изменить того, что сделано однажды? Молчи, не надо больше об этом, прошу тебя. Прости, но мне порой так трудно. Если б ты только знал. У тебя ребенок, Лютфия. Да, моя девочка дорогая. Знаешь, забудем об этом. Конечно, не стоит об этом говорить. Посмотри, дочка, 3-й день ношу в кармане это письмо. Вот как бывает, друзья мои. Чуть не потерял сына. Не сумел вовремя выслушать его. А он в эти дни так далеко ушел от меня. Мы всегда с полуслова понимали друг друга. А тут словно что-то в нем надломилось. Он отдалился, стал мне чужим. И закрыл от меня свое сердце. И вот, честно говоря, я подумал, сколько раз приходилось мне не дослушать до конца человека. И если бы не случай с Зафаром, я бы не выслушал и вас, ребята. А если хотите знать мой совет, так вот он. Расчеты вашего проекта сделаны по мощности нашей межколхозной электростанции. Я правильно? Конечно. Но вы при этом не учли, и ты, дочка, и Пулат, и Алеша, что в нашем районе и как раз в этом месте скоро пройдет государственная линия новой высоковольтной ГЭС. И что каждый ее киловатт будет стоить 0,06 копеек. Вот я и думаю. Мы с вами обязаны заглядывать в будущее. Значит, именно сюда и надо цеплять ваш проект. И раз земля соседа нам не чужая, то если делать, так с присущим нам размахом. Я правильно говорю? Это мы в самом деле. Ну, поздравляю, ребята, полная победа. А здорово у нас все получилось. Мухамеджан Ака молодец. Интересно бы узнать, у нас работы сейчас. Ничего, ребята, все успеем. Да. Вот таким путем на сегодняшний день. Видно, за ними правда, раз все их поддерживают. Теперь такое время, передовое, партийное. Да, время сейчас сложное. Да нет, не то чтобы очень сложное, вы не так меня поняли, Лютфия. Если спина при тебе, и ты готов, когда надо, не жалеть ее, это очень облегчает дело. А вы как думали, Камол Ака? Может быть, вы полагаете, что кто-нибудь другой вместо вас должен подставлять свою спину? Бог знает, что вы говорите, Лютфияху. Ведь в конце концов я намного старше вас, и мне... И однако возраст никого никогда не страховал от опасных заблуждений. Ой, ну... Ну что же это, конечно... А то, что если находишься в доме Курбановых, нужно всегда думать, когда говоришь. Смотрите, жених везет невесту домой. Счастливый путь. Ангелы, как в старину. Добрый вечер, Мухаммеджан Ака. Добрый.
Вот видишь, Шадмон, этот маленький синий-синий. Да. А этот золотой, смотри, как он переливается и меняет свой цвет. А когда солнце, Шадмон, такие возникают сочетания, что просто залюбоваться. Краски чудесные. Это я придумала, чтобы увидеть новые цвета для будущего ковра. Такие мне хочется найти оттенки, каких до сих пор не было. Но пока никак не могу выбрать. Тут их такое богатство, что даже глаза разбегаются. А знаешь, что я собираюсь выткать на моем ковре? Что? Ты не будешь смеяться, правда? Сперва мне захотелось выткать портрет отца, потом Пулату его проекта. Потом я подумала, ведь их проекты, все кругом, это и есть отец и дело его рук. И почему только его рук? Это дело и других, всех нас, и твое тоже, Шадмон. И мне захотелось выткать всех нас, всех вместе. Тебя, Пулата, Зафара, Лену Цветкову и ее мужа. Мне захотелось, чтобы все увидели наших людей, идущих вместе, счастливых и радостных. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот идут они, дорогие мне люди, по цветущей долине, и ветер сыплет им в лицо цвет миндаля. И хотя так прекрасно внизу и спокойно, они почему-то продолжают взбираться на самый верх. Кто-то идет и уже не в силах идти. Слишком крут, слишком труден подъем, но лучшие идут вперед, к самой вершине, идут неудержимо. Этих не остановит никто. Они убеждены, что им откроются такие безбрежные новые даль. Такая красота, ведь оттуда ближе к солнцу. Я увлеклась, ну ты понимаешь меня? Или ты уже спишь? Что ты? Мне очень нравится, Гульшан. Ты так все замечательно придумала. Ну, раз тебе понравилось, я доскажу тебе до конца, Шадмон. Вот болтунья. Ну и ночь у меня. Стоишь себе и в ус не дуешь. Эх ты. Мухаммеджан-ака! А? Мухаммеджан-ака! Где же машина? Еще не послали? Уже послали. Спасибо. Салам, отец. Сынок, пришел все-таки. Да, забыл вам сказать. Вчера после порткома я пошел срывать многочисленные объявления, которые так широко и торжественно сообщали о моем докладе, заранее расхваливая мой проект. Ты тоже? Неужели? Многих объявлений не хватало, и я подозревал, что где-то здесь ходит мой сообщник. Мне и в голову не пришло, что это могли быть вы. Я. Салом, отец. Салом, Карим, салом. Не помешал? Нет. Вот, принес заявление. Какое еще заявление? Заявление об уходе. Что? Мне до смерти надоело все это. Чего ж тебе надо, тишины? Мне до смерти надоело все это. Опомнись, Карим, и подумай, что ты говоришь. Не будет больше тишины. Из-за этой тишины я однажды поверил, что один могу делать все. Мне, видишь ли, казалось, что я бронзовый на пьедестале, и значит непогрешим. Больше этому не бывать. Тишине нет возврата. А вы опять? Куда б ты ни шел, везде тебе встретится другой Зафар. Другой Пулат, но покоя тебе не будет. И не ищи его понапрасну. Жизнь — это вечное беспокойство, иначе это не жизнь, а смерть в тиши. Вас просто не узнать, отец. Вас тон мулы. А я и есть мула. Но мой Бог ведет меня вперед. А твой Бог, которому ты так усердно молишься, отравляет твой разум и сушит тебе душу. Ты не слышишь шагов времени с таким Богом. Он держит тебя за халат, а дорогу осилит только идущий.